какое бы время мы ни жили, будь это война или мир, бомбежка, мирное небо, окопы, бомбоубежище, работа, дорога, отдых, мы должны и обязаны помнить про эту миссию. Нас ждет еще впереди многое, в первую очередь Крым, иншаллах, затем Кавказ. А для чего война тогда? Для чего мир? Для чего это все? Я не из пессимизма это говорю. Будет настолько хуже, что каждый из нас в душе скажет, когда же это, когда этот режим начнет сыпаться, подобно тому, как бусины сыпятся с разорванной нити, на которую нанизаны эти бусины. А сегодня порой в мечети сидишь и говоришь, пожалуйста, и все стесняются чего-то. Пару часов мы были свидетелями массовых обстрелов Украины опять. И будет еще хуже. И это контекст джихада, и это контекст борьбы, противостояния, в котором и уличные бои есть, и потери, и жизни, и смерти, и так далее. Поражение России на сегодняшний день, оно очевидно, оно уже понятно. Дорогие верующие, для человека, чтобы не сойти с дороги, не попасть в пропасть, не упасть в пропасть этой бренной жизни, чтобы не оказаться жертвой грехов, больших, малых, или же грехов, когда человек уподобляется, как это объясняет Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, Всевышнему, пытаясь быть могущественным, аль-кибрия, то есть претендует на качества, которые являются качественными Всевышнего, аль-джабарут. Или же когда человек уподобляется сатане, иблису, в других иных качествах, аль-баги, валь-зулм, домогание, несправедливость. Или же когда человек уподобляется хищным животным, как это упоминает опять же Ибн Аль-Кайим в классификации этих грехов. Когда он проливает кровь, когда он гневится, или же когда уподобляется обычным животным. Имеется в виду иные качества. Это алчность, скупость. А ведь чрево человека не наполнит ничто, кроме земли, праха. Как об этом говорили мудрецы и праведные предшественники. Так вот, чтобы человек не сошел с дороги, не попал в пропасть, не оказался жертвой всех этих грехов, о которых мы упомянули, ему постоянно нужен что? Маяк, путеводитель. И безусловно, этим маяком и путеводителем для человека является вера. Вера во Всевышнего. И она есть величайшая милость для человека, которую может подарить и дарует Всевышний человеку. Ведь Всевышний говорит, «Инна дина инда Аллахи ислам». Поистине, религия есть у Аллаха ислам. Также Аллах говорит в другом аяте, «Ома ябтаги гайраль ислами динан, фала юкбаля минху». А если человек будет стремиться к иной религии, помимо ислама, не будет у него принято. А ислам в широком смысле этого слова, как это подчеркивают ученые, это есть покорность Богу, это есть единобожие. Эта вера есть во всех пророков, начиная с Адама, мир ему, продолжая пророками известнейшими Авраама, Ибрагима, алейхиссалям, Иса, Иисуса, мир ему, Мусы, Моисея, алейхиссалям. И заканчивая, конечно же, печатью всех пророков, Мухаммадом, да благословит его Аллах, и приветствует, опять же, как говорит Всевышний, «Куль, аманна билляхи ва ма унзиля алейна». Скажи, мы уверовали в Аллаха и в ниспосланное нам, и в ниспосланное Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Яакубу и коленам, то есть 12 сынам Яакуба, и в дарованное Мусе, и Иисе, и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними. Также Всевышний говорит об этой милости. «Аль-яума акмальту лакум динакум». Сегодня я завершил для вас вашу религию, исполнил, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Ведь обретя веру в Бога, человек коррелирует свои жизненные интересы, свои предпочтения. Что бы он ни делал, где бы он ни занимался, в
каком бы положении он ни был, независимо от своего состояния, от своего положения, будь это достаток, богатство, нищета, бедность. И это естественно, и это правильно, и так должно быть. Это то, к чему побуждает Всевышний. Более того, это и есть надстройка. Это то, что стоит превыше всего всегда. Это миссия лучших пророков, лучших людей, коими являлись пророки и посланники мира всем. А их было 123 тысячи, а может и больше, как об этом упоминает Ибн Касир в своем толковании. Это и есть лейтмотив создания всего сущего, как об этом говорит Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах суре Анкабут. Паук, в частности, «Валакад арсальна Нухан». И мы послали Нуха, направили Нуха к его народу, и он пробыл среди них 1000 лет, без 50 годов. Они были беззаконниками, их погубил потоп. Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и сделали его, то есть ковчег или чудесное спасение, в зависимости от тафсира, знамением для миров. А вот Ибрагим сказал своему народу, далее в этой же суре: поклоняйтесь Аллаху и бойтесь Его, так будет лучше для вас, а не абудуллах. И далее в этой же суре, опять же Аллах говорит: «Вавахабна лаху Исхака». И даровали мы ему, то есть Аврааму, Ибрагиму, алейхиссалям, Исхака ва Яакуба, Исхака и Яакуба, «Ваджаальна фи зурриятихи нубуа». И мы даровали ему, а в его потомстве мы установили, сделали пророчество и писание. Мы даровали ему его награду в этом мире, а в последней жизни он будет в числе праведников. И далее Всевышний говорит в этой же суре, это лейтмотив этой суры: вот Лут сказал своему народу: воистину вы совершаете мерзость, которую не совершал до вас никто из миров. И далее: «Ваиля мадьяна ахахум Шуайбан». Мы отправили к мадьянидам их брата Шуайба, и он сказал: о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, надейтесь на последний день и не творите на земле зла, распространяя несчастье. Так вот, это касается каждого пророка и посланника. Так вот, дорогие верующие, в какое бы время мы ни жили, будь это война или мир, бомбежка, мирное небо, окопы, бомбоубежище, работа, дорога, отдых, неважно. Мы должны и обязаны помнить про эту миссию, о которой Всевышний Аллах говорит: «Ваман ахсану каулян мимман даа иля Аллах». Чья речь прекраснее может быть, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: воистину я один из мусульман. Что означают эти слова? Какие акценты в них? Спрятаны. На самом деле они видны, расставлены. Эти слова означают, что нет лучше человека, нет превосходнее человека, чем того, кто призывает к Богу. Естественно, во главе всех этих людей стоят пророки и посланники, как мы об этом уже сказали, как на это указывают муфассиры. После них идут те, кто призывают к Аллаху Субхану из числа ученых и обладателей знаний. Некоторые муфассиры сказали, это муаззины, те, кто призывает к намазу, ведь в намазе ты зовешь к Богу. Отдельно даже говорят, что причина неспослания этого аята именно о муаззинах, о тех, кто будет атвален нас яумал кияма а'анака, кто будет выше всех ростом шеи. Выше в судный день. Аллах их так, что дарует им это превосходство, поскольку они в этой жизни выполняли эту задачу, эту функцию, постоянно призывали. А сегодня порой в мечети сидишь и говоришь: пожалуйста, и все стесняются чего-то. Так вот,
эти слова указывают на этих людей, на лучших людей. И нет лучше этих людей, которые зовут к Богу, которые становятся причиной принятия ислама другими людьми, которые становятся указателем, путеводителем, проводником для людей к правильному пути, к прямому пути, к следованию по этому прямому пути. Нет превосходнее и лучше людей, которые ведут и указывают для других людей путь к краю. Это и есть смысл, глубокий смысл этого аята. Так вот, дорогие верующие, эта миссия, как я уже об этом сказал, она нечто то, что превыше всего. Она превыше всего при совершении любого дела, чем бы мы ни занимались. И мы не должны выпускать это из вида. В частности, возьмем известный случай. И это контекст джихада, и это контекст борьбы, противостояния, в котором и уличные бои есть, и потери, и жизни, и смерти, и так далее. Я имею в виду тот случай, когда пророк ﷺ отправляет Али, рады Аллаху анху. И ему говорит при этом, вручая знамя, что он ему говорит? Я Али, о Али, знай. Если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека, еще раз подчеркиваю, контекст джихада, но превыше что? Миссия. Помни об этом, то это лучше для тебя, чем красный верблюд. Красный верблюд, естественно, образ. Лучше всего того, что может быть в этом мире. О, Али, помни об этом. И это наставление пророка. Или другой контекст возьмем. Когда пророк ﷺ отправляет Муада, рады Аллаху, в Йемен в качестве своего управителя. И это контекст чего? Организации жизни, управления территориями, говоря на современном языке. Что он ему говорит? Он ему говорит: «Иннака сатати кауман ахля китаб». Ты придешь к людям из числа людей Писания, а там жили христиане. «Фаида джетахум фад'ухум». Если ты придешь к ним, призови их. Вот она миссия, о которой мы говорим. Призови их к Аллаху. Призови, чтобы они засвидетельствовали, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник, и так далее. И так любое дело, дорогие братья. И это прослеживается красной нитью, и это есть лейтмотив, о котором мы говорим, о котором мы должны помнить. Чем бы, опять же, я говорю, чем бы мы ни занимались. Эта миссия, дорогие братья, она без исключения, она обязательна для исполнения, для каждого из нас. Как об этом сказал пророк, мир ему. «Баллигу анни валяу ая». Сообщайте обо мне или передавайте от меня хотя бы один аят. Сколько можешь? Эта миссия, дорогие братья, она не ограничена способностями, возможностями человека. И она требует абсолютного упования на Всевышнего, от которого и только от которого зависит результат. Где девизом являются такие аяты, как «Лейса алейка худахум, валякинна Аллаха яхди ман яша». Не на тебе лежит то, что они обретут верное руководство. Однако Аллах наставляет на верный путь того, кого желает. Или, где Аллах говорит: «Инна алейка аль-балях». «Иннама алейка аль-балях». От тебя зависит лишь что? Балях, донести, довести, сообщить. Или «Ва ин тааллау, фа иннама алейка аль-балях». Если даже они отвернутся, то ведь поистине на тебе лежит лишь донесение, балях. Валлаху басирум бил абад. Аллах видит своих рабов. Неважно, какие у тебя возможности и способности. Донеси, уповай на Всевышнего. Эта миссия, дорогие верующие, она безусловно требует абсолютной искренности, да и по-другому не может быть.
И эти акценты, они расставлены во всех этих аятах. «Удру иля сабили раббика». Ведь Аллах говорит, призывай к пути своего Господа. Призывай к Богу. Не к кому-то другому. Не к каким-то личным интересам, мотивациям и тому подобное. Или где Аллах говорит, «Куль хадихи сабили, адру иля Аллах». Скажи, вот мой путь, я призываю к кому? К Аллаху. Эта миссия, конечно же, не приемлет топорности, чопорности, топорности, а она должна быть мудрой. И это очевидно. Поэтому призыв человека, обладающего влиянием, властью, призыв человека, обладающего знаниями, призыв человека, простого мусульманина, они будут разными. Призыв человека, бизнесмена-мусульманина, они будут совершенно разными. Поэтому этот призыв требует мудрости, но не приемлет топорности. Опять же, «Уд'у иля сабили раббика биль хикма». Это прямые указания Всевышнего Аллаха. Призывай к пути своего Господа с мудростью. Эта миссия требует, безусловно, понимания и знания. И это очевидно, как это подчеркивается в различных текстах. «Куль хадихи сабили», как Аллах, субхану та'аля, скажи, это мой путь. «Адру иля Аллах». Я призываю к Аллаху. Как? Посредством чего? Аля басира. Что такое басира? Ильм, знание, как это подчеркивают муфассиры. Но это абсолютно не означает, что если человек не обладает какими-то глубокими познаниями шариата и тому подобное, что эта миссия не его миссия. Мы это об этом уже вначале сказали. Нет. В зависимости от того, что ты познал, это миссия на тебе. Потому что познание – это нескончаемый процесс. Вафаука кулли зи ильмин алим, опять же, как Всевышний Аллах говорит, поверх каждого знающего есть более знающий. И эти знания заканчиваются знаниями, конечно же, Всевышнего. Не должны мы себя ограничивать. Дорогие братья, поистине в день джума есть такой момент, когда Всевышний Аллах принимает наши мольбы. Я молю Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении того, кого Аллах наставит на истинный путь. Уже никто не собьет с этого пути, а кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник, а после. Итак, дорогие верующие, мы говорили о великой миссии наилучших людей, пророков и посланников мира им всем. А миссии тех, кто унаследовал это после них, ученых и обладателей знаний. А миссии каждого мусульманина, покорившегося Богу, который познал, который получил эту милость от Всевышнего, ислам. Мы говорили о надстройке, мы говорили о том, о чем надо следует помнить всегда, везде, где мы бы ни были. За рулем автомобиля, на кассе, в чебуречке, я не знаю. Где мы бы были, чем бы мы ни занимались, мы должны помнить, независимо от того, война это или мир, всегда везде. Это миссия, дорогие братья. Это самое благородное, самое высокое, что можем мы делать, что может делать человек. И об этом Всевышний Аллах говорит. И мы привели этот аят. «Оман ахсану каулян». Чья речь может быть лучше того, ман да'а иля Аллах, кто призывает к Аллаху и говорит, что я один из мусульман. Аль-Хасан аль-Басри об этом сказал так, мир ему. Хуаль му'мин, это есть верующий. Аджаб Аллах фи да'ватихи, он ответил на призыв Аллаха. Вада'ан нас, и призывал людей. Иля ма аджаб Аллах фихи мин да'ватихи, к тому, в чем он принял призыв от Аллаха, то есть уверовал, то есть к вере в Аллаха. Ва'амиля салихан фи иджабатихи, и подтвердил это праведными деяниями, добрыми деяниями.
Фахаза хабибуллах, хаза валиуллах. И это любимец Аллаха, и это приближенный раб Аллаха. Это миссия, это надстройка, это то, что превыше всего. Это то, о чем мы никогда не должны забывать. Пару часов мы были свидетелями обстрелов, массовых обстрелов Украины опять. Что бы ни было, война или мир, где бы мы ни были, в окопах, в мирное состояние, неважно. А для чего война тогда? Для чего мир? Для чего это все? Смысл исключительно в этом. И будет еще хуже. Я не из пессимизма это говорю. Я говорю это из реализма и даже, может быть, оптимизма. Потому что мы должны быть готовы к этому. Потому что на самом деле переломный момент победы, переломный я имею в виду на операционном уровне, он еще не наступил. Будет настолько хуже, Аллах, конечно, лучше знает, что каждый из нас в душе скажет, когда же это закончится. О Аллах, о Господи, когда же это закончится? Аллах, помоги нам. И в этом глубокий смысл аята. Я вам процитирую его сейчас. Ам хасибтум ан тадхулул джанна. Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Вопрос. Их поражали нищета и болезни, потрясения, что посланники и уверовавшие вместе с ним говорили. Когда же придет помощь Аллаха? Я об этом моменте. Воистину помощь Аллаха близка. Когда на мгновение мы это допустим, но не сдадимся. И продолжим дальше свой путь борьбы, вот тогда наступит бесповоротный момент, истинный момент победы. Опять же, я это говорю не из пессимизма. Поражение России на сегодняшний день, оно очевидно, оно уже понятно всему миру. Но я говорю про тот момент, когда этот режим валим начнет сыпаться, подобно тому, как бусины сыпятся с разорванной нити, на которую натянуты, нанизаны этой бусины. Аллаху алим, он еще не наступил, и нас ждет тяжелые времена, эскалация, как говорят, и так далее. Но, естественно, мы должны быть готовы. Готовы и морально, и физически, психологически. Но опять же, возвращаясь к теме нашей хутбы, для чего? Для чего? Мы должны всегда помнить об этом. Для чего? Для великой миссии. В формулировке этой миссии нуждается на самом деле сейчас весь мир, в первую очередь мусульманский. Он в поисках этой формы. И мы должны помнить об этом, задумываться над этим. Нас ждет еще впереди многое, в первую очередь Крым, иншаллах, затем Кавказ. Этой миссии призыва к Богу. Суть понятна, но все в поисках формы. На самом-то деле. И об этом говорил пророк, саллаллаху. И будут такие люди обязательно. Есть и будут, иншаллах. Потому что Всевышний Аллах посылает в этой умме каждое столетие, все ученые по-разному трактуют. Ман юджаддиду лахум амра динихим. Ман исм маусуль. Как Ибн Хаджар аль-Аскаляни подчеркивает, это может быть один человек, может быть джамаа, сообщество. И скорее всего это сообщество. Тот, кто обновляет положение религии верой для них. Тот, кто указывает, объясняет путь к Богу, возвращает людей к Богу. И каждый из нас должен стремиться быть им. И дай Аллах, чтобы наше потомство, наши поколения стали им. А кто знает, быть может, именно мы станем. И дай Аллах, чтобы это было так. Раббана вадж'альна лиль муттакина имама. О Всевышний Аллах, очисти наши души и сделай имамами для богобоязненных людей. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات